Ну и снова здравствуйте. Четверг, 4 мая. И по новой заезжаем на Весновку. Выехали мы 30 апреля. Форс-мажорные обстоятельства, грустные, печальные. Хоронили моего друга Александра Калиновского, Саня Калина, который не раз был в главных ролях в моих роликах. Не один поход на лесную речку, на озера, да куча всего. Все это осталось, конечно, на канале. Все это очень печально, что его больше нет, что мы его живого больше не видим. Но он навсегда останется в нашей памяти. Хотели заехать вчера, подняли картошку с Романом на семена. Но поливал проливной дождь, и решили мы это дело оставить. Сегодня заезжаю один, Роману надо на работу. Снегу растаяло очень и очень много, не знаю, как будем доезжать. Местами вот уже голая земля, по-любому растеклись ручьи. Ну, посмотрим, что получится, то получится. Сегодня в планах еще добраться на вечернюю зорьку, если получится. Володя там ждет. Одному скучно. Понемножку стреляют уточек. Все хорошо. Поедем и мы. Погнали. Так, ну что, с Богом. Вот и начинается. В планах было заехать по снегу и выехать по снегу. Но как получилось, так получилось. В общем, тут огромные лужи. И если будем проваливаться, то хорошего ничего не будет. Попробуем по центру между ними. Не получается. Опа! Не получается. Ладно, попробуем потихоньку как-нибудь. Все. Это конец. Во. Вот это да. Вот это проходимость, Янскадан. Универсал бы уже зарылся. Этот выполз. Ну, это мне нравится. Поехали дальше, посмотрим, что будет. Вот и первая водная преграда, глубокая лужа. Корыто плывет. Ну, вроде выехали. Вон докуда была вода. Вон. Блин, у меня там ноутбук. Надо хоть на рюкзак поставить. Крутота.
хотя бы так. Блин. Половина буксировщики была вот в воде, получается. Это выше колен. Вот такая вот глубокая лужа, но мы ее проскочили. Все, хотел сделать дорогу здесь в обход. Все-таки надо будет мне ее сделать когда-нибудь. Ладно, поехали дальше. Пока едем. Дай бог до темноты добраться. Вот еще один опасный участок. С виду это здесь снег, а под ним глубокие лужи вот такие вот. Тут уже вытекает сюда ручей. И на ураган универсале я обычно уже здесь проваливался и буксовал. Этот идет пока по верху. Как бы площадь немного больше. И он даже пока не тонет. Нормально. Вот здесь провалимся по-любому. Вот. Провалились. Второе. И вот здесь по-любому надо выезжать на бровку. О, река. Блин, а тут дорога. Вот надо по бровке сделать дорогу. Все. Забурились. Нужна фиксация. Я ее не поставил. Разгончик. И ходом не пойдешь. Опасно. Вот так вот. Что-то мне подсказывает, на вечернюю зорьку я сегодня не успею. Вот так вот утонули. Утонули. Блин, и бродня еще дырявая. Не те бродни одел. Спешки. Вот это встряли. Блин, нужна сцепка. Да. Печально, конечно, все это печально. Что, попробуем еще? Не, так нет. Корыто плавает. Как-то вот так. Лишнего веса очень много тащим. Блин, глубокая канава. Очень глубокая. Много здесь воды. Придется, наверное, подождать, пока все это растает, и ехать по земле. Здесь мы... Хотя, если дорогу пробьем, проедем. Главное, дорогу пробить. Главное, пробить дорогу.
этих луж еще очень много глубоких. Попробуем по краю. Нет, тут-то было. Опа, утонули. Утонули. Как-то вот так приходится преодолевать. Вот чего боялся, то и случилось. Обычно это бывает при выезде. В такую погоду обычно я не заезжаю. Но видите, так случилось. И ехать еще очень и очень далеко. Так, пока поверху. Здесь бы спасла фиксация немного, но там дальше идут такие неровности, что фиксация тоже будет мешать этому. Вот так вот надо прорубить дорогу верхом вдоль дороги, и все будет хорошо. А так зимой хорошо, все хорошо, но вот разливаются ручьи и жопа полная. Ладно, там еще куча препятствий, пока вроде едем. Приезжаемся к одному из самых сложных участков. Здесь вытекает ручей, разливается, глубокие колеи, пеньки. Ох, не знаю, посмотрим, что у нас получится. И в то же время глубокий снег. Одно дело ехать просто по воде. Одно ехать дело просто по воде, другое по глубокому снегу. Здесь снегу меньше, попробуем проехать по целику. Так, а вот здесь, наверное, мы забуксуем. Нет, пока едем. Пока едем. Вот здесь бы проехать еще. Пока проехали. О! Сейчас все поднимемся до травки, до тропы. Ну все. Вроде проехали. Так, все нормалек. Молодец, ураганушка, давай не подведи. Давай, хороший мой. Я понимаю, тяжело, но кому сейчас легко. Так. Я изначально покупал ураган универсал с такой целью, чтобы можно было ездить и по снегу, и по земле. С чем он удачно справлялся. Но когда был вот такой снег, а снизу вода, вот такие места ему давались очень тяжело. Он, бедолага, взорвался и буксовал. Потому что там не было фиксации. И площадь гусеницы была немного меньше, чем здесь, в Сибири. У этого проходимость заметно лучше. Он даже вот по такому суровому снегу не проваливается. Главное, чтобы воды снизу не было. Ну, она есть. Вода уже везде. И каждые пройденные
десятки метров. Это ближе к нашей цели. Ближе к озеру, ближе к болоту, ближе к избе. А застрянем, так застрянем. Главное, чтобы двигатель был на сухом месте. Пойдем пешком. Но не будем думать о плохом, пока все получается. Ту-ту-ту. У нас впереди еще одна болотина, и дальше идут два ручья. Опа, 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 опа. Спасает, конечно, и горное сиденье. Очень удобно маневрировать на нем, чтобы ураган не заваливался. Тоже огромный плюс. Так вообще. Я просто не представляю, как мы здесь раньше ходили без такой техники. Вот еще один коварный участок. Но здесь вроде бы как... Опа, опа, плывем. Плывем глубоко, друзья, плывем. Снега нет и глубокая колея. Мы плывем. Опа, 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 не туда управляемость нет. Вот здесь еще есть снег. Вот здесь застрянем. Не застряли. Умница. Умница, ураган. Молодец. Ну, дай бог. Осталось немножко. Дай бог проедем. Ну а здесь местами, как мы видим, снег уже растаял весь. Едем по земле, да, урагану трудно толкать, тянуть корыто по земле. Хорошо, оно пока еще пустое. Но вот эти колдоёбаные пеньки вот так. А тут уже едем чисто по земле. Благо есть вода и смазки хватает. Когда здесь высохнет, тоже будет плохо ехать, потому что дорога будет сухая. А пока вот так передвигаемся. Сложная, конечно, дорога. Где-то снег, где-то вода, где-то лужи, где-то буераки. Но это все-таки дорога, и по ней можно ехать. Но вот так вот через лес, без дороги, или по такому вот чепыльнику проехать намного сложнее. Пока наш ураган со своими задачами справляются. Умница. Ну ладно. Надеюсь, заедем, все будет хорошо. Все. Встречаемся на озере. Не говорю на болоте, потому что уже озеро растаяло. И должна уже прилететь белобокая утка. Турунчер. Охладая чернить. Если она прилетит, то будет веселее. Так что вот так. Шаг за шагом приближаемся к заветной цели. Да пусть простят меня производители этих ураганов. Но это не снегоход, это реально вездеход. Как вы сами видите, он ездит не только по снегу, но и везде. И по болотам, и по земле, и по корягам, и по мху, и по кустам. В общем, натуральный вездеход.
встречаемся на озере. Ну вот и приехали. Встречаю ураган своего брата. О, ураган урагану друг. Что у нас? Что-то дребезжит. Лыжи. А, это лыжи, наверное. Лыжи всегда носим с собой, потому что всякое бывает. Ладненько, друзья, приехали. Сейчас быстренько в избу, берем теплую куртку, одеваемся и на болото. Вот так вот достается урагану по таким вот дорогам. Да. Уж. Столько вот воды. Все на месте. Все хорошо. Закрываем кран. Ух ты, набило снега сколько. Ничего, растает все. Все, закрываем кран. Включаем массу. И бежим в избу. Так, ну а здесь, как мы видим, уже лето. Снег здесь растаял. Журчит ручей. Бежит ручей. Ну, не совсем лето. И воды не так еще и много. Бывает вот тут по колено воды везде. Но мне кажется, если сейчас резко потеплело, наверное, еще даст воды этот ручей. Нормально, все, перешли. Вот она, избушечка уже. Дымок, костерок. Володя здесь, не здесь. Это, наверное, скорее всего, он уже в шалаше. Но выстрелов пока не слыхать. Ну, здравствуй, избушечка. Здравствуй, хорошая. Я вернулся. Фух. Ну вот, до болота-то мы дотопали. И сейчас главное не набрать вроде воды. Выше колена, если провалюсь, ноги будут сырые. Это очень плохо. Так, одну палку оставлю. Приношу много палок для того, чтобы отметить границы будущего моста на следующий год. Так, и где наши дырки? Так, вот она, большая дырка. Опа. Главное, выше нее хоть руками так вот придерживать ее, да, чтобы много воды не затекало. Там просто здоровая дырень, 2 пальца лезет. Как мы видим, озеро здесь полностью уже растаяло. Не знаю, Володя в каком шалаше, на озере или на болоте. Но мне главное добраться сейчас до резиновой лодки. Минимально мокрым. Что я буду сухой, не говорю. Но хотя бы по минимуму, чтобы сильно не мокнуть. Ладно, сначала до лодки, потом до палатки. А там уже мы на плоту не намокнем. Все, встречаемся в шалаше. Утка пока не летает. Полнолуние. Чистое небо. Сегодня, наверное, будет прохладно. Так. Лодку накачаем.
Вижу на озере возле льда утки. Это хохлатая чернить по-любому. Штук 15 и там штук 5, штук 20, наверное. Сейчас сяду в шалаш. Не знаю, может быть подплывут, а может и нет. А может и улетят сейчас. Посмотрим, будет видно. Вон до шалаша осталось совсем немножко уже. Вот они плавают 100, чуть больше 100 метров. О, Володя. Чуть в манок дует. Так, ну вот. Добрались до травы. Вижу Ромкина чучела. Поставил. И осталось совсем немножко. Добраться до шалаша. До шалаша тоже тут опасно. Трясина. Утонуть-то не утону, набрать можно. Я, быть может, даже проплыву этот участок на лодке, чтобы не рисковать. Вон они плавают, вижу, кучей. Попробую. Если будет глубоко. Нет, глубоко. Лучше сделать лишнее движение, но остаться сухим. Вам, конечно, уток, наверное, не видно, но они там возле льда плавают. Хохлатая чернить прилетела, это хорошо. Вот они, в 100 метрах от меня. Мне еще надо зайти в шалаш. И это все у них на виду. Попробуем. Лодку пока прятать не буду. Я так думаю, не так-то сильно ее и бояться. Просто потяну. Ветра нету, сильно не унесет. Оставляем, пока плавают. Так. Главное сейчас аккуратно здесь не провалиться. Трясина. Все. Вот мы и практически шалаш. Сейчас, если они успокоятся, могут подплыть. А если нет, так могут другие сесть. Ладно, будем ждать.
самое то. Часик в нашем распоряжении есть. Полнолуние, тишина, болото, озеро, утки плавают. И ни пуха, и ни пера, к черту. Блин, сели, но далеко. Две утки кружат. Но, блин, они все садятся туда, где те утки. Отсюда очень далеко. Я говорю, вот это проморгали. Лед далеко ушел, и теперь садятся все далеко. А вот когда он вот здесь был, утки не было, холодно было. Неудачный год получается. По большому счету золотое время профукали. Здесь, в принципе, делать больше нечего. Так, на Турнену могут сесть. Надо будет выезжать как-то. Тем более послезавтра уже на работу. Завтра, наверное, будем выезжать. О, хохлатый сердечко. Опа. Володя кого-то шлепнул. Эти даже не взлетели. Привыкли к выстрелам. Володя виртуоз. Ладно, подождем. Две утки. И тоже не сюда пролетели. Ну, хоть что-то появилось, и то хорошо. Вот сел чирок. Вот он дергает. Наши хохлатые там возле льда и плавают. Ладно. Подождем, может, полетит.
даже не взлетели, получается. Стемнело. На зареве луны вот видно, там вдалеке утки тоже плещутся на болоте. Но далеко. Оттуда утки вроде бы улетели или тоже к лесу прижались. В общем, на сегодня съемку пока завершаем. И, скорее всего, останемся ночевать в палатке. Так, друзья, не знаю, как видно. Луна светит, думаю, отблеск все равно есть. В общем, время 6 минут 11, 10 часов. И я решил остаться, потому что бродни у меня дырявые. Правая более-менее сухая, левая влажная. Смысл идти до избы на обратном ходу, но утром я все равно намочу ноги по болоту. А так, ну, я так думаю, пока еще часик постою. И так как видно, луна села широконоска, одна самец, селезень широконоский, оттуда к лесу. Выстрелил, осталось, кружилась. Ничего не вижу добивать, но осталось. Так что... еще двое подсаживались, я как раз Володе говорил. Тоже самец с самкой светло выстрелил. Там вот плавает, не знаю, видно. Нет, конечно, не видно по центру озера подранок. Утром, если никуда не спрячется, доберу. Получается, 3 утки должны утром быть. Не пошел в избу, но патронов с собой не взял. Хорошо, что в палатке у Ромки была пачка патронов, и у меня штук 30 патронов. Я так думаю, на утро должно хватить. Ну, что есть, постреляем, потом уже пойдем. Стало холодать, свежо, полнолуние. Хорошо, что ветра хоть нету, но палатки сырые. 2 дня дождя, видать, через окно залетел, и все сырое, и спальник, и все. Так что придется сегодня ночью, пожалуй, немножко померзнуть. Так, ну, снимать больше не вижу смысла, все равно видно не будет ничего. Утром соберем, что найдем, если сова не утащит, и подведем итоги. А также будем надеяться на утрянку. Может быть, что-нибудь еще удастся добыть. До утра, друзья, до утра.